Сообщение из Восточного Туркестана иллюстрирует, что преследование Китаем турок-мусульман все еще продолжается. В Синьцзяне вопросы о пропавших без вести остаются без ответа и продолжают появляться сообщения о подозрительных арестах, несмотря на заявление китайского правительства о том, что кампания задержаний, направленная против уйгуров и называемая геноцидом, закончилась. Китайское правительство заявило, что лагеря для задержанных в оккупированном Синьцзяне являются центрами профессиональной подготовки, где студенты добровольно осваивают новые навыки. В 2019 году Коммунистическая партия Китая заявила, что участники получили высшее образование и многие нашли хорошую работу. Но РФА «Уйгур» подтвердила, что задержания продолжаются, и спутниковые снимки показывают, что некоторые места, ранее идентифицированные как места содержания под стражей, остаются нетронутыми. Многие люди, задержанные полицией, до сих пор числятся пропавшими без вести. Уйгуры по-прежнему живут в практически разбитом состоянии, говорит Майя Ван, заместитель директора азиатского отдела Human Rights Watch. Палата общин британского парламента приняла новый законопроект, который запретит использовать оборудование для камер наблюдения китайских компаний, причастных к геноциду уйгуров, на правительственных зданиях и военных базах. В ответ британская палата общин одобрила резолюцию, которая запрещает использование аудио- и видеооборудования, произведенного китайскими технологическими компаниями в государственных зданиях. Китайские компании, упомянутые в законопроекте, виновны в поддержке систематического геноцида невинных уйгурских турок режимом Коммунистической партии Китая, в то время как законопроект «Аренда и покупка», как ожидается, будет одобрен Сенатом до того, как он официально вступит в силу. Правительство Великобритании также требует регулярного отчета перед парламентом о том, сколько камер наблюдения китайского производства изымается каждый год. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признала Си Цзиньпина диктатором. Отвечая на вопрос о российском диктаторе Путине и Украине, Бербок сказала телеканалу Fox News: «Если бы Путин выиграл эту войну, каким сигналом это было бы для других диктаторов в мире, таких как Си Цзиньпин, президент Китая?» Президент США Джо Байден также назвал Си Цзиньпина диктатором, когда говорил о китайском шпионском аэростате, который сбили США. Китай отреагировал на высказывание главы МИД ФРГ Бербок, которая назвала председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Министр иностранных дел Китая Ван И прибыл в Москву с 4-дневным визитом на фоне обсуждения поддержки Китаем России в войне на Украине. Ван И находится с официальным визитом в столице России, чтобы обсудить региональные вопросы и вопросы безопасности, в частности, российско-украинскую войну. В рамках визита Ван И встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В Китае отсутствие министра обороны Ли Шанфу на публике более 3 недель и утверждение о том, что он был уволен, сигнализирует о кризисе и возможных политических потрясениях в администрации страны. После долгого исчезновения и увольнения министра иностранных дел КНР Цингана в июле судьба министра обороны Ли Цана теперь не определена. The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников утверждала, что в отношении Ли Цана проводилось расследование по обвинению в коррупции и что министр был уволен. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что индийское правительство может стоять за убийством лидера сикхов Хардипа Сингха Ниджара. После этого объявления Индия потребовала, чтобы главный дипломат Канады покинул страну в течение 5 дней.